Свидетели Иеговы в Абхазии появились примерно в 70-х годах прошлого столетия. Запрет, наложенный на их деятельность указом первого президента Владислава Ардзинба, имел множество веских причин. Ведь свидетели Иеговы, согласно принципам вероисповедания, отказываются от несения военной службы. Они не держат оружие в руках, не признают государственности и государственные символы. Это социально отрешенные люди, не участвующие в выборах и иных процессах гражданского общества. Человек, поклоняющийся Иегове, практически полностью оторван от всех общественных процессов. Если человек, скажем, в заблуждении, он там сам в своем таком, своей оболочке пытается там что-то такое делать, еще он сам себе вредитель. Но когда он перестает еще быть вредителем себе, еще начинает вредить другим, это, естественно, опасно. Церковь не благословляет, но видит в этом очень разрушительную силу. Это душегубство. Это неправильно, это не спасительно, это губительно, это не есть религиозная форма. Религия – это связь с Богом. Деятельность этого религиозного течения запрещена и преследуется законом в большинстве стран мира. Несмотря на это, они навязчиво втягивают в свои круги новых людей, среди которых немало молодежи. При этом противоречивые принципы свидетелей Иеговы зачастую становятся причиной семейных размолвок, а в конечном итоге – разводов. Вечеря смерти Иисуса Христа для них единственный праздник. В этом году они отметили его 11 апреля. Сотрудники службы государственной безопасности Абхазии провели профилактические мероприятия. В этой связи Генеральная прокуратура Республики Абхазия на основании заявления Службы государственной безопасности Республики Абхазия подготовлено и внесено в Верховный суд исковое заявление о признании организаций экстремистскими и террористическими. Всего в названных исковых заявлениях идет речь о 40 организациях, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность. Все они запрещены на территории сопредельного государства Российской Федерации. Большая часть из них признана террористическими и экстремистскими международным сообществом, однако осуществляют свою незаконную деятельность на территории сопредельных государств без образования юридического лица.